Это актуальное интервью в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. На этой неделе будем отмечать День печати в России. Ежегодно в республике молодые люди пополняют ряды журналистской братьи. Сегодня наш гость Олег Сидоров, заведующий кафедрой журналистики филологического факультета СВФУ. Олег Гаврилович, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, сколько ежегодно вы выпускаете дипломированных журналистов? В среднем бакалавриат заканчивает 20 студентов, выпускников наших. В 22 году, в прошлом году, был небольшой такой рекорд. 26 у нас было бакалавр, закончили, да? А в этом году ожидаем 17 выпускников. Так что вот... Но это тоже хорошие показатели. Конечно. Да. Но после бакалавриата есть же еще магистратура. Да, магистратура. У нас есть два направления. Язык и стиль масс-медиа и политическая журналистика, в котором тоже обучаются в том числе и работающие журналисты, и звезды нашей якутской журналистики в том числе. Также есть и магистратура заочная, в котором обучение прошли и проходят редактора районных газет. Так что вот есть возможность повысить, так сказать, профессиональное мастерство, в том числе, конечно, квалификацию. Да. А расскажите в целом, как организован процесс обучения? У нас двухуровневое образование. Бакалавриат 4 года и магистратура 2 года. Конечно, они проходят производственную практику, все студенты, и в средствах массовой информации Якутии, да. Потом, у нас классический университет, все общие дисциплины, история, философия и так далее, социология, экономика, все они это, конечно, на первых курсах проходят. Потом уже идет специализация, да, там они у нас обучаются периодическая печать, то есть это журналисты пишущие, не только, конечно, в газетах, журналах, но и интернет-СМИ, разных ресурсах, и телевидение, радио. Так что есть тоже возможность выбрать одно из этих направлений. В целом обучение, конечно, строится, так сказать, вот на принципах государственного стандарта. Потом они защищают выпускную квалификационную работу. Каждый, то есть, это раньше назывался диплом, да. Выбирают тему уже вот на 4-м курсе осенью, и уже, значит, вот весной выходит к защите. А магистранты у них называется это не просто выпускная квалификационная работа, а именно диссертация, магистерская диссертация. Они получают степень магистра. Так что это серьезные, можно сказать, научные исследования в том числе. То есть студент, обучаясь, не только проходит практику, да, такую журналистскую, но и вовлекается в научную деятельность. Это участие в научных конференциях. У нас есть научный кружок, которым руководит Лена Николаевна Павлова, вот уже несколько лет подряд. И я думаю, тоже это дает уровень, да, для того, чтобы будущий журналист имел навыки, метод научного исследования, чтобы умел применять в своей практической работе. Например, если расследовательской, это все-таки пригодится научный подход. Поэтому то есть мы стремимся готовить специалиста так разнонаправленного, мы говорим, конвергентной журналистики. И, конечно, они сегодня, в общем-то, готовы после окончания работать в разных средствах массовой информации. А какие вступительные экзамены нужно сдавать для поступления на ваш факультет? Обязательно ЕГЭ, русский язык и литература, а также творческое испытание. То есть это творческий экзамен, попросту говоря, да. Они должны принести с собой опубликованные или вышедшие в эфир работы, не менее 5, это вот наши требования. Если нет работ, значит, абитуриент должен написать эссе, тоже есть темы, и, в общем-то, проходит потом собеседование, комиссия решает, какой балл поставить, конечно, и мы тут смотрим мотивацию
главное, да, вот как он понимает будущую свою профессию и что знает о журналистике нынешней, может быть, даже из истории журналистики, печати. Ну, в общем, вот как бы зондируем, да, его знания, но самое главное – это мотивация стать журналистом. Это хороший навык, действительно. Олег Гаврилович, ну вы рассказали еще также, что предоставляете практику для ваших студентов, да? А вот по итогу обучения легко ли трудоустроиться потом? Ощущается ли нехватка кадров, например, в журналистской сфере? Ну, трудоустройство по-разному, конечно. Это очень много зависит от самого выпускника. Вот во время прохождения практики они начинают работать уже. У нас есть такие студенты, примеры. Ну, вот, например, недавно Олег Олегович Марков на юбилее нашей кафедры вручил лучшему студенту, практиканту, которая проходила здесь, на НВК Саха, стипендию. Вот это очень хорошее начинание. Таким образом, мы как бы стремимся, чтобы работодатель заинтересовал студента уже после первого курса, да, чтобы он потом смог трудоустроиться. То есть работодатель может проследить все эти 4 года, как студент обучается, как проходит практику. Это очень хорошее начало, мне кажется, было бы, да, вот если это было бы постоянно с каждым работодателем. А так, вот после окончания бакалавриата они имеют право, значит, поступить в магистратуру у нас, например, да, вот на нашем отделении, а могут и выбрать другие направления по филологии. Даже у нас ребята поступали и в экономике, были такие случаи. Даже вот одно время до ковидной ситуации ребята даже проходили языковую стажировки и поступали на учебу в Китайской Народной Республике университета, в Корею ездили. То есть выбор, вот самое главное, да, появился после бакалавриата, и студент, выпускник должен выбрать. Но а так по, значит, показателям у нас почти стопроцентное. То есть после окончания бакалавриата часть ребят, ну, у нас есть такое, каждой весной, значит, выпускники, ну, трудоустройство, да, там, значит, они рассказывают, показывают договора уже заключенные, или они свои планы поступления в магистратуру и так далее. То есть по этим показателям у нас почти что все трудоустраиваются, кто, значит, на работу, кто в магистратуру. Вот, поэтому по-разному. Некоторые ребята выбирают другой путь, как говорится, но через какое-то время возвращаются в журналистике. Или наоборот, кто-то там поработал года 2-3, а потом уже выбирается уже другое направление. Сейчас выбор большой вот, для молодого человека, да. А что насчет ситуации с журналистскими кадрами на местах, в частности, в районных газетах? И можете ли вы рассказать еще про программу «Земский журналист»? Да, вот как раз мы очень активно работаем с Сахапечатью. Там работает директором наша выпускница Евгения Михайловна Стручкова. И вот буквально осенью провели курсы повышения квалификации для сотрудников, для журналистов якутоязычных районных газет. Там участвовали 60 журналистов, это дистанционно мы проводили. Значит, курсы мы построили не только там теоретические какие-то, а именно на основе изучения вот районных газет. Да, вот и сами редактора при общении, и журналисты вот говорили, что у них иногда не хватает вот профессионального мастерства, профессиональных знаний. А мы им предложили, вот можете значит, обучиться в магистратуре, потому что они, многие из них, выпускники разных других специализаций, да, там, в основном учителя, да. Вот, и, то есть все-таки нехватка профессиональных журналистов, особенно в северных улусах. Но мы будем здесь планово работать с Сахапечатью. И вот в будущем году это тоже хотим продолжить. То есть у нас это не просто вот курсы или как бы показать, где можно найти рабочие места, а еще мы изучаем
читательскую аудиторию, например, провели опрос читателей журнала «Чолбон», тоже по договору с Сахапечатью. И сейчас вот как раз проанализировал районные газеты на якутском языке, которые выходят. Да? А в этом, то есть в этом году, уже в 2023, продолжим такое же взаимоотношение с ними. То есть это является не просто вот изучение ради изучения, чтобы потом выйти на рекомендации конкретные, например, по повышению той же квалификации, по трудоустройству. И я очень надеюсь, что мы здесь все-таки как бы сделаем шаг вперед. А вот проект насчет земского журналиста, мне кажется, это очень хороший проект народного депутата Якутии Марии Николаевны Христофоровой. И когда она первый раз презентовала этот проект, участвовали наши студенты, 4-й курс, и были, конечно же, и работающие журналисты. Но меня одна студентка спросила: да, вот это очень хороший проект, мы могли бы воспользоваться, да, если бы этот закон был бы принят нашим парламентом, но очень надеемся, что, может быть, не в этом году, хотя бы в будущем этот закон будет утвержден парламентом, принят, и заложены средства, да, потому что там идея такая, что журналист заключает договор, работает определенное время и получает за это иную сумму, как говорится. Да? Но тут, конечно, надо учесть, что зарплата была не очень высокой, но я знаю, что вот в прошедшем 2022 году значит, повышение зарплаты, да, прошло среди журналистского сообщества, и я думаю, что это тоже очень хороший как бы повод, так сказать, для молодого человека. Должна быть достойная зарплата, конечно же, да, и вот если это земский журналист заработает этот проект, я думаю, часть ребят все-таки выберут и северные улусы для начала своей работы. Потому что я сам начинал работу в районной газете после окончания университета. Эти 3 года я вообще очень с благодарностью вспоминаю. Поэтому я всегда говорю студентам: ребята, начинайте, старайтесь начинать не сразу вот в столичных средствах массовой информации, а попробуйте свои силы в районных улусных газетах. Ну, не всегда получается. Конечно. Олег Гаврилович, спасибо вам большое, что пришли. Земский журналист – это прекрасная инициатива. Уверена, что она будет поддержана и принята в скором времени. Спасибо вам, что пришли, ответили на все наши вопросы. Я вас благодарю. Спасибо. С наступающим праздником. Спасибо и вас. Ну а я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго.